Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Артем Маганов. Я художник. Сегодня я расскажу немножко о себе и расскажу о своем проекте «Лица бурятской литературы», который я сделал в рамках арт-школы «Генезис», музейного фестиваля. И недавно у меня прошла презентация этого проекта в стенах молодежного театра. Сейчас будет небольшая презентация, я расскажу там на слайдах, что представляет из себя мой проект «Лица бурятской литературы». Так, вот этот проект я делал в 2019 году. Он посвящен творчеству Намжила Нимбуева. Эта стена находится за Хуралом. Это соединительная стена между Хуралом и домом Ленина 63. Проект назывался «Переулок Нимбуева», и там несколько художников расписывали стены. Вот я в том числе, вот это моя стена. Тут она еще не закончена на этом слайде. Она выполнена в технике точечной графики. Вот здесь можно подробно посмотреть. То есть это все сделано точками. Это было очень долго. На протяжении 2 месяцев я с этой стеной работал. И потом проходил фестиваль чтения поэтического. К сожалению, не помню, как сам фестиваль назывался, но все это в рамках проекта «Переулок Нимбуева». Здесь сверху был текст, сейчас на следующем слайде его будет видно. Вот здесь текст стихотворения «Взглянула из толпы Газелеока». Вот здесь сидит Намжил Нимбуев. Слева сидит Намжил Нимбуев. Ну, вот такая иллюстрация его стиха. Это все могут посмотреть, сходить на улице. Вот здесь более масштабировано, в деталях видно. Вот это другие примеры моей точечной графики. Моя любимая техника, в которой я в основном работаю. Это мои работы в рамках фестиваля «Типомания». «Типомания» проходила во дворе республиканской типографии. Сам фестиваль посвящен дизайну, плакатному искусству. И вот здесь такие работы. Какая-то вот обезьяна, типомания, такой пират. Вот такие работы. Это оформление стен молодежного театра. Все это такая большая иллюстрация пьес, которые ставятся в молодежном театре или поставились. Здесь есть авторы, здесь есть актеры молодежного театра. Ну, тут справа Эрдман, слева Гоголь, Нина Садур, Чичиков. Это моя работа в гостинице «Радуга» в Максимихе. Так, и вот непосредственно о моем проекте «Лица бурятской литературы». Кроме работ, которые я показал, у меня очень много было проектов с бюджетными организациями, с библиотеками, в том числе вот недавно Закаменскую библиотеку имени Мелса Самбуева. Я рисовал всякие детские поликлиники. В общем, этого сейчас здесь я не показываю, но все эти проекты у меня есть в моем портфолио. По поводу лиц бурятской литературы. Это серия графических портретов самых известных, самых заслуженных деятелей литературы. Мы совместно с моим научным консультантом Булгутовой Ириной Владимировной, доктором филологических наук, подготовили список. Он, конечно, субъективный отчасти, но я думаю, что культуролог все равно какую-то объективную картину заслуженности авторов дает. Конечно, тут всех мы не сделали. На данном слайде представлен паттерн, то есть всего портретов 31. Но здесь они повторяются. Вот этот паттерн, он в дальнейшем я покажу, как его можно использовать. В том числе вот этот паттерн был на моей афише. Вот как выглядит сама прорисовка этих портретов. То есть вы видите, что они выполнены все в 2 цвета. Это совершенно вот утрированное такое вот максимально графичное исполнение.
И эти портреты все сделаны в векторной графике. Векторный файл подразумевает то, что у него нету расширения как такового. То есть это изображение без качества. То есть у него нету пикселей. В данном, конечно, случае они показаны как пиксельное изображение, но их можно масштабировать бесконечно, без потери качества. Их можно использовать для гравировки, для вырезания трафаретов, для очень большой спектр применения. Допустим, захотела местная библиотека издать некую антологию. И учитывая то, что нет никакой общей базы портретов, да, чтобы одинаково все оформить. В общем, вот такое использование может быть. Тут возможно теснение, возможно гравировка, возможно просто печать. И причем, если в данном примере вы видите, что эти изображения, допустим, напечатаны в размере где-то 5 сантиметров, да, 5 на 5, 5 на 3, примерно вот такие. Они могут быть распечатаны размером хоть с здание, и при этом не будет никакой потери качества. Это не будут вот эти квадратики, пиксели. Я объясняю совсем популярно для тех, кто не представляет, да, какая разница между графическим и векторным изображением. То есть никакой потери качества. Они будут точно такие же в любом масштабе. Вот другой пример. Вот тут сразу два примера. Но справа это скорее такое баловство, да? Но с точки зрения популяризации, какие-то футболки, какой-то вот, что называется сейчас мерч, это все очень было бы полезно использовать. Допустим, вот такая футболка. Вот с этим паттерном, о котором я говорил прежде, который я прежде показывал. Вот такое изображение. А слева, допустим, оформление какого-то библиотечного пространства. И вот в этом случае это уже трафареты. То есть трафареты вырезаны на самоклеющейся пленке, приклеены к стене, по ним покрашено, потом трафарет снимается и остается вот такое изображение. Ну, сохрани мою речь, это условно, да, это вот из Мандельштампа, но это условно. Тут любая может быть надпись, там, я не знаю, что-нибудь из бурятского можно подобрать, да, что там. Намжила Нимбуева, допустим, надпись «Я 20 века бурят». Тоже сюда очень подойдет. Ну, и можно подобрать все, что угодно. Допустим, вот такое использование. Вот это вот начинается самое интересное. Вот то, что к моей презентации, к моей выставке, то, что люди увидели, придя на мою выставку. Они увидели эти же портреты, но только вот с каким-то цветовым таким изображением. Да? Здесь я опирался скорее вот эти абстракции, скорее на мое вот субъективное восприятие. Да? То есть вот мы видим Цидона в правом верхнем углу. И такой вот советский супрематизм его окружает. Как известно, он очень мало прожил, был в 1937 году репрессирован. И вот мне кажется, что такие вот супрематические моменты советские и вот кровавые такие цвета, они очень вот здесь в тему. А в левом нижнем углу, допустим, Африкан Бальбуров. Как вы видите, синие полосочки, да, они напоминают очертания Байкала. Он основатель и главный редактор очень долго журнала «Байкал», литературного журнала «Байкал». Ну, в общем, про остальных не буду рассказывать. И как вы видите, здесь вот они вот такие изображения, их было 31 на моей выставке. Я тут для презентации вот 4 вставил. Как вы видите, тут есть QR-коды. Когда вы сканируете этот QR-код, вы переходите на сайт Министерства культуры САЙО, и там читаете краткую биографию этого автора и читаете список его произведений. Вот. Какой потенциал у этой идеи я вижу? То, что... Откуда, во-первых, родилась эта идея? Мы представим, что библиотека через 10-20 лет. Это общественное пространство, но в первую очередь это огромный архив.
Да, то есть любое произведение, которое было издано, допустим, на территории Бурятии, оно так или иначе попадает в фонд библиотеки. И мы имеем вот этот архив. И библиотека занимается именно архивом вот этих данных, архивом этих произведений. И человек, который сейчас уже поглощен гаджетами, да, то есть для него это будет такая форма подачи, вот такой доступ к этому архиву по конкретным разделам, когда он сканирует одного автора, да, и он может про него прочитать и в дальнейшем уже заразиться какой-то идеей, сходить, почитать его, узнать получше. И сейчас вот в рамках этого фестиваля я подготовил 31 портрет литераторов. Конечно же, литераторов гораздо больше. Их значительно больше. На том же сайте Сайол, я думаю, там человек может быть 200-300, я точно не скажу, но очень много. И можно вообще в дальнейшем этим проектом, у этого проекта есть развитие, что можно сделать каталог всех вообще литераторов, и не только литераторов, театралов, актеров, певцов, всех. И то, что касается библиотек, да, сейчас, то есть в библиотеке может быть какое-то общественное пространство, это коридор библиотеки, или это аллея возле библиотеки, или это какая-то вот просто внешняя стена или внутренняя, где есть вот эти же QR-коды, и, допустим, можно туда вшить уже не биографию, не сноску на биографию, это тоже хорошо. А можно было бы, допустим, сделать какой-то затравочный фрагмент, написанный этим автором, что ты прочитал кусочек его стихотворения и понял, вот это мне интересно, вот с этим я дальше буду ознакомливаться. Но и с биографией, то, как сейчас это работает, это тоже хорошо, я считаю. Просто в условиях ограниченных каких-то ресурсов я сделал ссылки на сайт Сайол. Но вообще можно в эти QR-коды записать любую информацию. Мне кажется, что было бы лучше сделать кусочки произведений. А можно было бы и кусочки произведений, и биографию, как угодно. Вот эти портреты, вот сейчас они до 30 сентября там отвисят, и я их передам, у тех, кто первый попросит, тем и передам. В юношескую библиотеку, видимо. Сами файлы я хочу распространить вообще среди библиотек. То есть это моя альтруистическая задача такая. Это вот мое желание что-то сделать полезное. И вот я хочу их вообще вот эту вот идею создания каталога, я сейчас не буду мучиться. Вот идея создания этого каталога – это вот моя сверхзадача в этом проекте. Сейчас 31, но в дальнейшем это можно развивать сколько угодно и по литераторам, и по всем кем угодно. И сами вот эти файлы графические, сами вот эти портреты, они передаются мной в библиотеки, во все библиотеки, которые это затребуют, для их пользования, то есть… я вот сейчас уже точно их передаю в юношескую библиотеку, передаю их еще в национальную библиотеку. Для того, чтобы у них был некий такой каталог портретов для целей, которые я уже прежде показал. Для создания антологии, для создания интерьерного какого-то антуража, да, с портретами. Может быть, для создания какого-то футболок, мерча, каких-то открыток, для всего чего угодно. И у меня тут еще есть слайд. Этот слайд – это такая больше фантазия, да, я не знаю, где это можно было бы реализовать. Это, допустим, такая аллея славы. Слева вы видите пример с намжилым небуем и QR-кодом, как это, допустим, реализовывается, да, что за каким-то заслуженным деятелем в каком-то условном парке закрепляется дерево, да, и к этому дереву прикреплен его портрет с QR-кодом, и это такая
литературная аллея, или вот это аллея славы такая, и общественное пространство, в общем, где можно было вот это рисовать. Все, вот это последний слайд. Так, я сейчас расскажу еще о применении, которое вот с момента, как я презентовал свой проект, у меня уже попросили портрет Батажабая для афиши Бурдрама, они ставят что-то к юбилею. Этот же портрет используется, кстати, юношеской библиотекой, и он был первый портрет Батажабая, он уже юношеской библиотекой используется в шапках их фирменный бланк, или как это называется, и он у них задействован в фойе как логотип такой некий. Вот. Сейчас я буду участвовать еще в фестивале Hell. Я не знаю, это фестиваль, или может быть это не фестиваль, проект исследований, по-моему, называется Hell. Это посвящено популяризации бурятского языка. Они меня попросили эти же мои портреты, только тех авторов, которые писали на бурятском языке, они тоже будут выставлены, и мы к ним приделаем немножко другие QR-коды, которые будут ссылать на бурятский текст с переводом и с портретом. Это, скорее всего, будет просто в Инстаграме на страничке самого Хэлла сделано. Вот. Еще у меня есть такая задумка. Сделать... Возможно, кому-то это будет интересно, и вы окажете какую-то вот просто моральную поддержку, просто заинтересованность свою к этому проекту. Это что-то вроде генеалогического древа на литературной наследственности. Понимаете, вот в начале, допустим, в корнях будут это мультимедийный проект. Он будет полностью в интернете, он будет на сайте. Вы открываете страничку сайта, и там видите генеалогическое древо с маленькими портретиками, которые находятся вот от корней на стволе и на ветках, расходятся. Да, и внизу допустим, берем просто вот начало словесности бурятской. Зарождение вот именно какой-то письменности скорее, да, и от него уже какие-то элементарные литературные произведения, возможно, народные, поговорки, вот это вот все. Потом это разветвляется, находятся какие-то вот уже пионеры литературы. От пионеров литературы какая дальше идет преемственность. Ну, то есть для этого нужна, конечно же, нужно конкретное литературоведческое сопровождение всего этого. Для этого нужен научный консультант грамотный, но графический. Вот я хочу изобразить это так. То есть я беру графическую часть на себя, но при этом мне нужен какой-то научный консультант, который будет вести этот проект. И это можно вот реализовать тоже в рамках какого-то сайта библиотечного, чтобы это была вот ссылка, и ты мог отследить, грубо говоря, откуда растут истоки литературы. Ну и, соответственно, вверху на ветвях это современные авторы. Ну, вот такой еще проект. Вы можете со мной связаться в моем инстаграме. У меня есть только инстаграм из социальных сетей. Вы можете со мной связаться в инстаграме. Где-то будет, наверное, к видео прикреплен мой инстаграм. Вот, большое спасибо за внимание. Всего доброго.